Кыргызстане на утро 30 апреля было выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Новые случаи были выявлены в Чуйской области 9 случаев, в Бишкеке 3 случая, в Ошской области 2 случая, в городе Ош 1 случай, в Джалабадской и в Нарынской областях по 1 случаю. Таким образом, на 30 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 746. Узбекистан и Казахстан отправляют в Кыргызстан муку в качестве помощи. Об этом сегодня, 30 апреля, сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе заседания парламента. По его словам, буквально вчера из Узбекистана привезено 1000 тонн муки. Помимо муки, Узбекистан помогает Кыргызстану защитными средствами в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сказал он, также из Казахстана привезено на сегодняшний день 5000 тонн муки. В других странах остаются 11 569 кыргызстанских студентов, сообщил министр иностранных дел Чингис Айдарбеков 30 апреля на заседании парламента. По его словам, из этого числа 7400 человек в России, 1859 человек в Турции, 60 человек в Польше и 80 человек в Германии. Мы на связи с ними и помогаем. Если будет необходимость, мы готовы их привести, сказал Айдарбеков. В школах, вузах и СУЗах учебный год планируется завершить в дистанционной форме. Об этом 30 апреля на брифинге в правительстве сказала заместитель министра образования и науки Надира Джусубекова. Она сообщила, что в данный момент идет подготовка к проведению государственных экзаменов в 9, 10 и 11 классах. Пока мы готовим и разрабатываем дистанционную форму экзаменов, сказала заместитель министра. Рекомендуем частным образовательным организациям сократить оплату за обучение, сказала 30 апреля на брифинге в правительстве заместитель министра образования и науки Надира Джусубекова. Она напомнила, что в частных образовательных организациях также проводится дистанционное обучение. С учетом сэкономленных средств на питание, на канцтовары и оплату коммунальных услуг, министерство рекомендует частным образовательным организациям сократить оплату за обучение, сообщила замминистра. Также она призвала руководителей образовательных учреждений и родителей учеников прийти к соглашению, которое удовлетворило бы обе стороны.